Ситуация, которая вызвала массу недовольств. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация начинает изрядно бесить таджиков. Они уже на грани бунта. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Более 700 таджикских студентов вернулись в Таджикистан из Кыргызстана для продолжения учебы. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства образования и науки Таджикистана. Источник сообщил, что большинство студентов старших курсов решили продолжить обучение в Государственном медицинском университете, Хатлонском медицинском университете и Национальном университете Таджикистана. На сегодняшний день в министерство поступило более 700 письменных заявлений от таджикских студентов, которые обучались в высших профессиональных учебных заведениях Кыргызстана. Они были переведены в таджикские вузы на соответствующий курс и специальность, сказали в министерстве. В ведомстве также добавили, что есть случаи, когда студенты были приняты в таджикские вузы, но затем они снова уехали в Кыргызстан через третьи страны, чтобы продолжить там учебу. Почему они так поступили, в ведомстве не смогли объяснить. Минобразования сообщили, что ежедневно в министерство все еще поступает от 5 до 10 обращений от таджикских студентов, обучающихся в кыргызских вузах. Студенты, которые решили вернуться в Таджикистан, сделали это из-за трудностей с пересечением границы двух стран, которая закрыта уже почти 1,5 года. Напомним, что с 21 мая 2021 года Кыргызстан закрыл границы с Таджикистаном. Это произошло после вооруженного конфликта в конце апреля того же года. В результате тогда сотни таджикских студентов не смогли вернуться в эту страну для продолжения учебы. На сегодняшний день граница между двумя странами остается закрытой. Для студентов сделали исключение, и они могут пересечь наземную таджикско-кыргызскую границу. Для этого надо ехать в Сагдийскую область или Гбау, или авиаперелетом через третьи страны, что ни то не есть удобным для студентов. И многие решают вернуться на родину. А как вы относитесь ко всей этой ситуации с Кыргызстаном? Как вы думаете, не пора ли уже президентам сесть и решить этот конфликт? Ведь он создает множество проблем. А у таджиков заканчивается терпение. Вы согласны? Но не только у таджиков оно заканчивается. Риск возникновения массовых беспорядков в 101 стране мира растет в третьем квартале 2022 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад британской консалтинговой компании. Согласно выводам экспертов, из 198 стран в 101 зафиксировано увеличение риска возникновения общественных волнений, что является самым большим квартальным ростом с момента начала соответствующих подсчетов в 2016 году. В то же время в 42 государствах риск снизился. Как отмечает Bloomberg, предпосылки для беспорядков растут в странах Европейского Союза на фоне повышения цен на энергоносители. В развивающихся странах общественное недовольство объясняется подорожанием продуктов питания и опасениями по поводу глобального продовольственного кризиса. Также подчеркивается, что в ближайшие месяцы риски будут расти. Ожидается, что осенние и зимние периоды в странах Европы усугубят энергетический кризис и повысят стоимость жизни. Засухи и нехватка воды во многих странах мира приведут к росту цен на продовольствие, что может вызвать локальные протесты в наиболее пострадавших странах. В список стран с увеличившимся риском возникновения общественных волнений вошли в частности Германия, Кипр, Норвегия, Польша и Украина. В 2023 году прогнозируется рост рисков помимо других стран в Германии, Нидерландах и в Швейцарии. В этом списке также есть и Таджикистан, но угроза для нашей страны не такая большая, как в других странах. А как вы думаете, у нас возможен бунт? Реальный, огромный? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.